Высокие гости сегодня присутствовали на открытии 18-этажного жилого дома, построенного в рамках подпрограммы «Право ребенка на семью» госпрограммы развития системы образования Ингушетии. Всего в многоэтажном доме 238 квартир под ключ, ну а заселится в него 312 новоселов. Репортаж Марины Котиевой. Многие из сегодняшних новоселов даже сейчас не очень-то верят, что для них настал тот день, когда у каждого будет свой угол, где они смогут жить собственной жизнью. Ведь большинство из них с ранних лет были лишены тепла домашнего очага. В этот день даже прохладная погода и моросящий дождь не помешали их долгожданному торжеству. Сдачу этой высотки ингушские дети-сироты ждали с большим и понятным нетерпением. Участие в открытии дома министра образования и науки России Дмитрия Ливанова только подчеркивает масштаб новоселья. Хочу поздравить всех новоселов, действительно дом замечательный. Жить в таком доме, я думаю, вам будет приятно. И я хочу от имени Министерства образования и науки Российской Федерации всех от всей души поздравить с новосельем. Всего вам самого хорошего. Спасибо в первую очередь Министерству образования Российской Федерации за помощь, за поддержку, за контроль над строительством и вводом этого жилья. Второе, спасибо всем, кто строил, участвовал в этом проекте. Да, мы затягивали этот проект, с учетом того, что все-таки хотелось бы, чтобы этот проект был реализован не в плане старых схем, которые у нас существовали, а в плане дальше одновременно вот такого дома на 360 детишек, сирот, которые уже находящиеся уже замужем, с семьями. Юнусбек Евкуров попросил новоселов относиться к своему дому со всей теплотой, подчеркнув, что в соблюдении порядка в нем в первую очередь должны быть заинтересованы сами жильцы. Малейшее ваше недоброжелательное отношение к этому дому остановится лифт, будете на 18 этаж пешком подниматься. Что-то затопит, что-то случится. Почему? Потому что это целый поселок на таком небольшом квадрате земли. Поэтому прошу это учитывать, правильно это понимать. И вы здесь живете, это ваш дом. После торжественных слов новым жильцам дома вручили ключи от квартир, а также памятные подарки и различную бытовую технику. Поучаствовали первые новоселы и в торжественном разрезании красной ленточки. Чтобы проверить качество новостройки, глава республики и министр образования России совершили обход по нескольким выбранным наугад квартирам. Прошлись по подъездам и прокатились на лифте. В целом нареканий не оказалось, а вид с верхних этажей так и вовсе понравился буквально всем. Ведь это одно из самых высоких жилых зданий в республике. И из его окон почти вся Ингушетия видна как на ладони. Магомед Саламов 7 месяцев от роду остался без родителей, которые попросту отказались от него. 26 лет он воспитывался в Троицком доме-интернате, куда его перевели из Грозненского дома ребенка. Несмотря на все испытания, молодой человек не унывает, ведь теперь с ключами от однокомнатной квартиры в руках он сможет начать жизнь буквально с чистого листа. То не было, своего не было, а теперь свое. Ты знаешь, что ты что-то хочешь купить, там, например, плиту, там, или это. У тебя есть возможность уже куда-то вставлять. А когда у тебя нет своего жилья, ты уже ничего не можешь приобрести. А теперь есть куда. Будет уже стремление к чему-то. Просторная такая, как я и хотел. Кухня, на самом деле, да, очень мне. Я не думал, что она такая будет. Кухня, честно, да, хорошая. Мне очень нравится, я очень благодарен. Магомеду Айбаеву тоже не терпится поскорее осмотреть свою квартиру, которую он ждал целых 12 лет. Получив ключи от квартиры на 3-м этаже, Магомед осторожно ходит по комнатам и от радости и волнения даже на наши вопросы отвечает, стесняясь. Скоро заедем, обустроим, будем жить. И хотя сегодня ключами от новеньких квартир порадовали не всех сирот, кто стоит в очереди на жилье, это уже дело времени, все списки давно готовы. Сейчас они еще раз кропотливо перепроверяются, чтобы избежать ошибок и недоразумений, чтобы все, кто по закону претендует на жилье, получил то, что ему полагается. Крайний срок получения квартир 10 декабря, так что сегодняшнее новоселье далеко не последнее в этом доме. Для меня лично это победа, потому что у нас нету собственного жилья, мы давно стоим на учете в органах опеки. Для нас это огромный подарок. От всей души всех сирот поздравляю. От себя глава решил сделать мне, наверное, больше подарка для меня и не будет. Он сказал, чтобы мне полностью благоустроили мою квартиру.
всей мебелью. Всего в этом доме Министерством образования приобретена 221 квартира, и все они готовы для заселения. В случае, если в очереди есть сироты-родственники, например, 2 брата, они получат на двоих 1 квартиру, но побольше. А если это брат и сестра, им достанутся ключи от разных квартир. Есть программа развития образования. В этой программе есть подпрограмма «Право ребенка на семью». Значит, в рамках этой программы сегодня мы сдаем дом для сирот. В рамках этой программы 357 сирот получат благоустроенное жилье под найм. 136 однокомнатных, 34 двухкомнатных и 51 трехкомнатных. Но в соответствии с законом 31 от 30 октября 2013 года будет распределение в соответствии со сводным списком, который составлен по представлению списка муниципальных образований. В соответствии с законодательной базой будет распределение данных квартир. И вот таким образом каждый, кто состоит в сводном списке, получит свое жилье. Совсем скоро в этот дом заедут остальные новоселы, и он заживет своей жизнью, подарив домашнее тепло и уют тем, кто в этом так нуждался. Марина Котева, Рахман Суров, Новости 24.